Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на открытии 32-го концертного сезона. И представляет первую программу музыкально-просветительского абонемента «Высшая лига». Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на этом очень особенном вечере открытия сезона Национального симфонического оркестра. Сегодняшний концерт посвящен двум титанам мировой культуры. Уже который год нам удается открывать сезон музыкой великого австрийского композитора Густава Малера. Его симфония прозвучит во втором отделении, а первое отделение концерта посвящено великому русскому классику Сергею Рахманинову, чьим именем назван 2023 культурный год в России. Очень примечательно, что незадолго после завершения своего третьего фортепианного концерта, который сегодня прозвучит в первом отделении, Рахманинов исполнял это сочинение, это был январь 1910 года, в Нью-Йорке с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, а дирижировал Густав Малер, то есть он тогда был недавно еще назначен на должность художественного руководителя этого оркестра. Встреча этих двух гениев состоялась тогда, и очень знаменательно, что она происходит и сегодня, в сегодняшнем вечере. Третий фортепианный концерт Рахманинов написал в возрасте 36 лет, в 1909 году. И, конечно, все 45 пронумерованных сочинений Рахманинова, а также его сочинения без номера, без опуса, принадлежат к высочайшим достижениям, как мне кажется, человечества. Но уму невообразимо, как одно за другим Рахманинов мог написать столь феноменальные, глубокие произведения, как Вторая симфония, Первая фортепианная соната, симфоническая поэма «Остров мертвых», третий фортепианный концерт, литургия. Это все он пишет одно за одним. Это вот уже больше 100 лет продолжает потрясать наше воображение. С точки зрения стройности, художественных, технических элементов формы, третий концерт Рахманинова можно сравнить только с его вторым фортепианным концертом. Однако по глубине лирики, глубине трагизма, внутренней борьбе третий концерт стоит еще на более высоком уровне, и существует такая довольно заезженная фраза, но все-таки правдивая, что второй фортепианный концерт, как он когда-то вывел из депрессии Рахманинова, из глубокой душевной депрессии, так и на нас он тоже действует, он возвышает и одухотворяет нас. Вот, безусловно, все это в третьем концерте только умножается. После премьеры один из критиков писал так: «Кто знает рахманиновскую лирику, кто привык к его манере вести мелодию, кто помнит широкое ясное фортепианное письмо, тот сразу найдет все знакомые черты рахманиновского творчества в третьем концерте и убедится, что талант композитора так же свеж и ясен, как он был свеж и ясен в лучших сочинениях Рахманинова». Но, безусловно, Рахманинов сам себя не повторяет. Как я уже сказал, лирика становится здесь более углубленным, и в целом, с точки зрения монументального фортепианного симфонизма Рахманинова, третий концерт является абсолютной вершиной. Если во втором концерте Рахманинов в определенной степени стремился к слиянию оркестровой партии и партии рояля, то в третьем концерте пианист выходит на первый план. Здесь очень много каденционных отступлений. Вершины достигает и мелкая пассажная техника, и техника аккордовых наслоений. Для любого пианиста этот концерт и камень преткновения, и одновременно наивысшая точка расцвета. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Сергей Рахманинов, концерт номер 3 для фортепиано с оркестром в 3 частях. Убедительная просьба для более глубокого погружения в эту музыку не аплодировать между частями сочинения. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, солистка, заслуженная артистка России, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Второе отделение нашего концерта посвящено музыке Густава Малера. Мы уже неоднократно играли, точнее, можно сказать, многократно исполняли его симфонии в Уфе. Но все же для тех, кто приходит впервые на концерты или кто не так часто погружается в музыку Малера, поскольку все-таки прослушивание Малера – это очень особенный душевный, духовный опыт, я бы хотел сказать несколько слов, повторить какие-то факты. Густав Малер жил с 1860 по 1911 годы. Как и все великие творцы, он сильно опережал свое время. Его музыка почти 50 лет после его смерти находилась в забвении. И его пророчества, он говорил, «Мое время придет», сбываются уже сегодня. Только, вернее, сегодня пророчество о том, что однажды его симфонии будут исполняться в 20-тысячных концертных залах. В России с некоторым опозданием он доходит до душ и сердец слушателей, но в любом случае, скажем, в Москве сегодня как минимум еженедельно можно услышать Густава Малера. Музыка Малера во второй половине 20 века была полностью переосмыслена, заново открыта, причем не только академическим культурным сообществом, но и массовым сообществом. Она стала использоваться массовой культурой, также оказала огромное влияние на развитие киноиндустрии. Музыка его стала использоваться на масштабных траурных церемониях, когда на стадионах собирались буквально 20-тысячные толпы. Так, например, Леонард Бернстайн играл вторую симфонию Малера через неделю после убийства Кеннеди, в память о нем, после трагедий, терактов, когда музыка Малера звучала по радио, уже не просто музыковеды, а с радиостанций журналисты высказывали эти предположения о том, что, вероятно, Густав Малер – это человек, который предсказал и описал катастрофы 20 и 21 веков. Михаил Горбачев писал в своих мемуарах о том, что самым большим потрясением в его жизни было прослушивание 5-й симфонии Малера под управлением Клаудио Аббадо. Он говорил о том, что вся политическая ситуация на планете будто бы нашла удивительным, таинственным, мистическим образом отношение в этой музыке. В музыке Малера много парадоксов, один из которых заключается в дуальности его музыки, постоянном использовании иронии и насказания, когда, например, трагические страницы его музыки возносят нас до небес, а светлые лирические страницы заставляют нас плакать. Норман Лебрехт в своей книге «Почему Малер?», а такой вопрос задают сегодня многие люди, не только среди музыкального сообщества. Почему Малер? Почему этот композитор заставляет нас полностью переосмыслить свою жизнь, когда мы его слушаем? Так вот, он говорил такую фразу, что сидя в числе 3000 людей в концертном зале, мы всегда остаемся наедине с самими собой, когда звучит музыка Густава Малера. Сегодня прозвучит 4-я симфония Малера. Это очень особенное его сочинение. Оно завершает определенный период малеровского творчества. Первые 4 его симфонии иногда называют законченной тетралогией, то есть законченным циклом, потому что все эти сочинения написаны им по материалу собственного вокального цикла из «Волшебного рога мальчика». Он называл этот цикл вокальными юморесками, с одной стороны подчеркивая легкий, внешне изящный характер этой музыки, а с другой напоминая нам о том, что это своего рода философские сказки и философские притчи. Вот после этих вокальных юморесок, когда он написал уже 3-ю симфонию, он захотел создать юмореску симфоническую, и в ней должно было быть 6 частей, причем называться они должны были так: «Мир как вечное время», «Земная жизнь», «Вечная любовь», «Утренние колокола», «Мир без тягот и забот» и «Небесная жизнь», где поет сопрано. В результате Малер отказался от этой идеи, и вместо юморески получилась 4-частная симфония, финалом которой стала вот эта песня «Небесная жизнь», и она является смысловым центром. Из нее вытекают все предыдущие части. Также интересно, что эта часть «Небесная жизнь» была использована им в 3-й симфонии. Сейчас я перечислю, как называются части 3-й симфонии. Не просто так, а чтобы донести эту мысль, что когда говорят, а такую фразу в мире искусства можно услышать все-таки довольно часто, что Малер – это тот человек, который в своей музыке решает фундаментальные вопросы человечества, отвечает нам. Его музыка – это попытка ответить на смысл существования самого мироздания. И вот когда
об этом говорят, это совершенно не преувеличение, это прямой факт. Его третья симфония, части третьей симфонии называются «О чем говорит мне природа или лето движется вперед», «О чем говорят мне растения на лугу», «О чем говорят мне животные в лесу», «О чем говорит мне человек», «О чем говорят мне ангелы» и «О чем мне говорит Бог», «О чем мне говорит любовь». И вот седьмой частью должна была стать «Небесная жизнь», но в итоге она ушла в четвертую симфонию. Малер сам называл музыку четвертой симфонии, условно говоря, детской. Он говорил, будто из детской мечты возникает картина далекого, несказанно спокойного, беззаботного мира. Надо всем царит невыразимо нежная божественная музыка, которую, выражаясь строками, звучащими в финале, невозможно услышать на земле. И действительно, это непривычное для Малера сочинение, в нем очень маленький относительно него состав, и она длится менее часа. Он сам говорил, что вся моя четвертая симфония длится столько, сколько одна часть третьей. То есть это самая маленькая и внешне самая классичная, самая простая из его симфоний. Однако, безусловно, за этой простотой кроется нечто большее. На протяжении всего сочинения раскрывается второе дно, тревожный подтекст, который своего апогея достигнет в финале, когда состояние от строк об Ироде, закалывающем Агнца, постоянно прерывает райскую тишину небесной жизни, и музыке нужно после этого некоторое время, чтобы оправиться от этой тревоги. В конце в строках говорится о том, что все в небе призывает нас к радости, а душа воскресает. Это перефразированная библейская цитата, и Иоганнес Брамс увековечил эту цитату в своем немецком реквиеме монументальной, очень громкой, торжественной музыкой. Совсем по-другому представляет нам концепцию рая Малер. Он так и пишет вместе этих слов: полностью затихая, все тише и тише до самого конца, исчезая и стаивая. В тексте говорится о том, что никакая музыка на земле не может сравниться с небесной музыкой. И нет ни пафоса, ни торжественности. Рай для Малера – это мистерия. От начала до конца четвертая симфония – это очень многосмысловое сочинение. Она формально классична, в ней 4 части. И, например, Теодор Адорно говорил об этой многосмысловой концепции, что эта симфония – это «если бы» от первой до последней ноты. Это своего рода мечта о несбыточном счастье. Инна Барсова, русский музыковед, говорила о том, что уникальность четвертой симфонии заключается в том, что ответы на вечные вопросы даны здесь языком философской сказки или философской притчи. В программках напечатан текст этого финала, однако нужно понимать, что для Малера текст не имел большого значения, и если вдумываться в этот текст, то он, как и библейские притчи, скажем, не имеет логической связи иногда. Ну и жалко было бы трактовать, скажем, библейские притчи или этот текст просто на каком-то формальном уровне. Это все образы, которые призваны к тому, чтобы работать в нашем сознании и в нашей душе. А Малер касательно своей музыки и текстов говорил так. Примерно он писал своему другу про третью симфонию, что обычно люди воспринимают природу как журчание ручьев, пение птиц, деревья, звери, цветы, однако все забывают про великого Пана. Естественно, речь не шла о каком-то мифическом существе, он имел в виду саму глобальную, не просто планетарную, а вселенскую концепцию природы как движущей силы. И он говорил, что если бы я мог сказать тебе, что такое моя музыка, то это голос природы от начала до конца. Конечно, я понимаю, что если люди не привыкли к такому глубокому погружению в себя, прослушиванию такой музыки глубокой, то иногда возникает определенный барьер. И я бы хотел зачитать небольшую, очень условную программу, которая может помочь дать направление мыслям. Эта программа, это письмо, которое написал своему другу Бруно Вальтер, выдающийся немецкий дирижер, а он работал ассистентом Густава Малера. Вот что он пишет. Малер, который много лет назад написал песню «Небесная жизнь», чувствовал себя оживленный радостным детским отображением этой небесной жизни, погруженным в совершенно далекую безоблачную сферу. Он был далек от того, чтобы отражать здесь какие-то конкретные мысли. Никакая программа не может привести нас к пониманию конкретно этого или любого другого малеровского сочинения. Это абсолютная музыка, она не литературна от начала до конца. Это 4-частная симфония, органичная в каждой части
и доступная тем, у кого есть чувство изящного юмора. Однако все же возможно описать сферу, из которой выходят резко очерченные музыкальные мысли через подходящий образ. С этой оговоркой, я делюсь с вами тем, что первые 3 части 4-й симфонии могли бы отражать небесную жизнь. В первой части можно подумать о человеке, который знакомится с ней. Там царит неслыханное блаженство, неземная радость, которая привлекает, однако, настолько же, насколько и отталкивает нас. Но там царит удивительный свет, удивительный воздух. Вторая часть могла бы найти такое обозначение. Смерть наигрывает свой танец. Смерть очень своеобразно играет на скрипке и возносит нас в иной мир. Малер использует здесь перестроенную, настроенную на тон выше скрипку, чтобы создать довольно жесткое и напряженное звучание. Третья часть могла бы называться «Святая Урсула сама смеется при этом». Это строки из финала. Самая строгая из всех святых смеется, столь безоблачная эта сфера. Вернее, она только улыбается, и улыбается, как рассказывал мне сам Малер, так, как улыбаются монументы древних рыцарей и прелатов, которые можно увидеть с согнутыми на груди руками, проезжая мимо старых церквей. Или как едва заметная полная мира улыбка на устах заснувшего в блаженном покое ребенка. Торжественный безоблачный покой, серьезно кроткое блаженство – вот характер этой части, которое присуще в качестве глубокого контраста перерастания радости в оживление, если хотите, это воспоминание о жизни земной. Когда же человек абсолютно удивленно спрашивает, что же все это означает, то в 4-й части ему отвечает ребенок – это небесная жизнь. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Густав Малер, симфония номер 4 в 4 частях, солистка в 4-й части, народная артистка Республики Башкортостан Диляра Идрисова. И для более глубокого проживания этой музыки я попрошу не нарушать тишину между частями этого сочинения. Большое спасибо.
Дорогие друзья, мы сердечно благодарим всех, кто был сегодня с нами. Мы приглашаем вас на наш фестиваль, который состоится на Советской площади, на открытом воздухе. Туда свободный вход. Это будет 5 и 6 сентября в 19 часов вечера. Всем большое спасибо, кто с нами в таких высоких концепциях. Спасибо!